Повышение качества жизни в Арктике обсудили на выездном заседании Ленского клуба в Москве. Деловая площадка собрала представителей органов власти, общественников и экспертов по актуальным вызовам северных территорий. Главная тема обсуждения стала трансформация Арктики. Спикеры делились идеями, формулировали вопросы и пытались максимально смоделировать возможные на них ответы. 4 часа ярких обсуждений от темы экологии до общественных инициатив, как фундамента развития всей Арктики. И вот участники Ленского клуба сошлись в одном. Все перспективы развития макрорегиона так или иначе связаны с приумножением человеческого капитала. Ведь именно люди делают ледяную пустыню обитаемой. Спикеры констатировали, что сдерживающими факторами прорыва Арктики является сохраняющийся отток населения и слабая транспортная доступность. Как раз этот формат придумали не для того, чтобы какие-то, знаете, вот четкие резолюции выпускать, обязательные к исполнению, а для того, чтобы выработать эти решения как раз с максимальным привлечением всемирно известных экспертов. Я считаю, что с этой точки зрения сегодняшнее заседание Ленского клуба абсолютно своей задачи достигло. Выездное заседание Ленского клуба в Москве в целом можно разбирать на цитаты. Вот, к примеру, одна из них. Чтобы Арктика стала по-настоящему великой, о ней нужно говорить. Тем самым экспертное сообщество предлагает усилить арктическую повестку. Информационная работа нужна, и я думаю, что как раз вот Ленский клуб отчасти для того и создан. Я думаю, что Ленский клуб может и должен претендовать на статус национального, тем более, что идея о национальном восточном клубе, восточный вектор уже года 3 бродит. Ленский клуб может сыграть роль соединителя с тем, чтобы они выработали единую повестку дня и просто идти на интеграцию с азиатскими элитами, которые необходимы для развития Сибири и Дальнего Востока, поскольку это рынок, а этот рынок не только настоящего, но и будущего.